Так, ассаламу алейкум, добрый вечер. Сегодня 13 апреля 2022 года, 22 часа 12 минут по Берлину. И, как обычно, я должен вам рассказать о сегодняшних потерях фашистской России в Украине. Начнем с этого, пока вы собираетесь. Так, Руслану, алейкум ассалам, 95 тадехка доллара, Руслан. Так, поехали, друзья. Итак, около 19 800 оккупантов уничтожено, 739 танков уничтожено, 1964 боевых бронированных машин уничтожено, 358 артиллерийских систем, 115 РСЗВ уничтожено, 115, 64 особые ППО, 150, сейчас одну минутку, ППО, 158 самолетов, 143 вертолетов, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1429 автомобильной техники, 76 цистерн и 7 кораблей. С чем я и поздравляю всех, друзья. Так, где мои очки? Так, друзья, еще раз рад всем. Да-да, клон, Хасан. Хасан, хит Руслан Маворхус, Хилла Гуацер. Хасан, Нури. Хасан это был, точно. Так, друзья, задавайте ваши вопросы, выходите в эфир. Давайте, кто хочет со мной поспорить. Может, найдутся эти, как их там, ватники, которые захотят обсудить ситуацию. Давайте, друзья, давайте. Так, напоминаю, друзья, этот мой канал может в любой момент быть, может быть заблокирован, поэтому подписывайтесь на другой мой ТикТок. Аслан Арцуев называется. Также подписывайтесь на мой канал на YouTube, Реалити называется. Тоже по имени Аслан Арцуев найдете. Подписывайтесь. Так что вот такие вот дела. Здесь в случае чего, если они заблокируют в России YouTube, тоже будет очень понятно. Так, надо включить свет, чтобы меня было лучше видно. Так. Секундочку. А вот и я, Децон. Так. Так, не очень хорошо, правда. Ну ладно. Ассаламу алейкум, Асан. Дал алш войло. Ва алейкум ассалам, сабусал ваш. Дейрейс масу дойло дал алш. Крамер, добрый вечер. Добрый, витаю вас, друзья. Давайте, заходите. Пишите комментарии. Пообщаемся, поговорим, Дион. Ставьте лайки. О, я сам себе могу эти ставить, да, лайки? Круто, вы мне не нужны, бать. Отправляет лайк. Так, где пропадал? Мы уже переживали. Анджа. Не, я тут все, был сегодня стрим у меня на Ютубе. Очень такой эмоционально позитивный. Так что заходите на YouTube, смотрите там наши стримы. Когда возможно, буду выходить почаще в эфир. С кем? Что с кем? С кем стрим был? Сам с собой был стрим, прямой эфир был просто. Отвечал на ваши вопросы своих подписчиков, друзей, соратников. Россия непобедима, Аслан. Крамер, ну давай, зайди, пришли, давай поговорим. Если ты говоришь непобедима, давай поговорим. Я же в этом деле не бум-бум. Понятно.
Крамер, заходи, давай поговорим. Расскажи, насколько непобедима. Давай посмотрим, победима она или нет. Я знаю, что Россия... давай лайки тогда пойдут тогда. Анже, достаточно будет лайков. Так, ночи. Ну, я с эфира не пропадаю ночью, я тут. Я хочу поговорить с этим, с Крамером. Очень интересно. Слава Украине, героям слава. Да не, дело не в том, что их переубедить. Нет, дело не в этом. Дело в том, что мы, когда общаемся, приводим какую-то аргументацию, люди, которые за нами смотрят, мы же это не в частной какой-то там приватной беседе общение у нас происходит. И вот когда мы ведем какую-то беседу, в это время люди, которые нас смотрят, они оценивают, да, кто прав, кто не прав и так далее. Так что вот так вот. И по поводу, что Россия непобедима, я могу напомнить 96-й год, как мы победили Россию. И только невероятным вероломством, подлостью, подкупом Запада, шантажом, обманом, только так удалось оккупировать нашу страну. Причем, как вы это сделали? Взорвав свои же дома со своими спящими женщинами, детьми и стариками. Представьте, насколько вы подлы. В этом плане, да, в этом плане очень сложно победить Россию. Подлостью, коварством она непобедима. Подлостью и коварством. Но, если знать, что у вас есть подлость и коварство, если иметь достаточно сил и средств, то очень легко вас победить. Очень легко. Вояки, надо признать честно, вояки вы никудышные. Нельзя сказать, что вы вообще не вояки, нельзя сказать, что у вас нету нормальных вояк. Но по большей части вы вояки абсолютно никудышные. И та малая часть нормальных, ну на самом деле неплохих с духом воинов у вас компенсируется с тем, что у вас всегда несправедливые войны. А несправедливые войны это отсутствие мотивации. Не можешь ты за унитазы, за холодильники бэушные, которые ты там награбишь, умирать. Ну вот нет таких дураков. И русские в этом не исключение. Вот и все. Так, какие взрывы? Какие взрывы? Сережа говорит, какие взрывы? Какие взрывы? Давайте я вам расскажу. Это моя любимая тема, которой я очень много посвятил времени, о котором я очень много рассказывал, очень много у меня видео на эту тему есть. Взрывы в 99-м году, взрывы домов. Я чаще всего говорю про взрывы домов. Конечно же, это не только взрывы домов, это и взрывы метро, это взрывы автобусных станций и так далее. Все сваливалось на нас и так далее. В 99-м году, когда Путин стал директором ФСБ, он начал с того, что до прихода Путина вообще нужно понимать, что Россия состоит не из одного Путина, она состоит в основном, ею управляет банда ФСБ, террористическая, самая большая террористическая банда ФСБ. И вот эта банда, тогда был Степашин, министр внутренних дел, по-моему, тоже генерал ФСБ, они в Чабан-Махи и Карамахи, это Россия, Дагестан, там разрешили в 2 селах, в Чабан-Махи и Карамахи, создать шариат. Ну что шариат, да, люди в горных районах, где нету ни центрального водоснабжения, отопления, это, понятно, горный аул. Там просто выгнали участковых, и люди просто жили, как жили 100 лет, 200 лет назад, да. Запретили водку, в принципе, из-за этого участкового прогонять не нужно было. Наверное, это участковый у них пил, поэтому они его и прогнали. Но не суть.
И Ельцин со Степашиным сказали, что мы разрешаем установить шариат, и Ельцин сказал, симпатичные бородачи там и так далее. И отличались они там больше особо от других мусульман не особо отличались, ну там длинная борода и все, ну вот и все. Но для этого они несколько лет, дагестанские мусульмане, создали конфедерацию мусульман Кавказа, вот я сейчас не помню точно этого названия, могу, вернее, ошибиться. И там был заключен договор между дагестанцами и чеченцами в лице Басаева, что в случае оказания необходимости они будут друг другу оказывать помощь. И вот эти два села жили себе и не тужили. Ну, сколько там? 500 человек, может быть, 1000 человек, 2, 3, 5 тысяч, не знаю, сколько в этих двух аулах проживало людей. И в итоге русские решили зачистить эти два села. Ельцин и министр внутренних дел ФСБшник Степашин, они разрешали долгое время, но потом в один прекрасный день они решили запретить вот этим даргинцам устанавливать шариат. Передумали русские. И передумали они не просто так, они окружили эти два села и начали методично уничтожать эти два села. Тогда эти дагестанцы попросили помощи у чеченцев, у Басаева. И Басаев сказал, а это Конфедерация народов Кавказа, по-моему, она как-то так, по-моему, называлась. А туда входили не только чеченцы, там были другие дагестанские национальности. И им сказали, давайте пойдем поможем им. И все отказались. Одни сказали, у нас договоренность со Степашиным, другие, другая, третья. Ну, короче, оставили вот эти два села умирать. И тогда Шамиль Басаев, на тот момент рядовой гражданин, прошу заметить, как для сравнения, чтобы было понятно, полковник или подполковник ФСБ Гиркин Стрелков, когда он нападал на Украину, на Донецк и Луганск, да, захватывал Славянск там и так далее, то на тот момент он тоже был рядовым гражданином. Как, ну, по крайней мере, он так представлялся. Басаев же, Шамиль Басаев, был на самом деле рядовым гражданином. Он был до этого премьер-министром, ушел с поста и был обычным рядовым гражданином. Короче, он сказал добровольцам, кто хочет помочь пойти освободить вот эти села, спасти людей, а дагестанцы просили хотя бы пробить коридор, чтобы вывести женщин и детей. И добровольцы, чеченское государство в лице президента Аслана Масхадова однозначно в августе на митинге заявило, что мы, государство чеченское, не имеем никакого отношения к тому походу, той спасательной операции Шамиля Басаева, то есть официальной власти Чеченской республики Ичкерия. И Басаев, как пошел, они подошли, они не зашли ни в один город. Хотя те, кто принимали там участие, говорят, можно было дойти до любого города и неделями, месяцами вести боевые действия в той же Махачкале, допустим. Но такой цели не было. Была цель просто отпугнуть русских и пробить коридор для женщин и детей, которые русские методично уничтожали. Отпугнуть русских удалось, даже больше удалось захватить там много трофея, русские драпанули и так далее. Но драпали русские не потому, что они не хотели оказывать сопротивление, а потому, что заманивали Басаева вглубь Дагестана. Это нужно было показать миру, что чеченцы напали на Россию. Вы знаете, на карте Чеченскую республику, на некоторых картах ее даже не обозначают, до того она маленькая, 150-160 километров в длину. Так вот, русские в своем воспаленном мозгу представляли Западу, что чеченцы напали на Дагестан. Басаев не пошел дальше, как его заманивали. Он пробил коридор, вызволил женщин, детей, и они вернулись. Некоторые добровольцы остались с дагестанцами там сражаться против русских фашистов, смертники, и остальные вернулись. И по факту
Запад должен был согласиться. Но даже такому лицемерному иногда Западу, чиновникам Запада, не удалось, даже они не купились на эту байду, которую им предложил Степашин, Ельцин, директор ФСБ Путин на тот момент. А вообще в целом это учреждение ФСБ, террористическая банда, которая вот так поступила. И теперь я вам расскажу про взрывы домов. Я подхожу к этому просто. Это была такая прелюдия. И тогда русские террористы из банды ФСБ решили задействовать план «Б». План «Б» был прост до безобразия. Нужно было просто максимально убить своих граждан. Я думаю, сейчас в отношении Украины они сделают то же самое. Сейчас будут бить русских, чтобы пугать этим украинцев. И вот в 1999 году, в сентябре, в Буйнакске, после того, как уже Басаев ушел, спецоперация закончилась, русские по своим каналам раструбили, что они побили чеченцев, они бежали, а задачи у Басаева не было никуда идти, заходить и так далее. Взорвали дом Буйнакский. Дом Буйнакский взорвали российские ГРУшники, своих же, дом с семьями военнослужащих был взорван. Была подогнана машина грузовая со взрывчаткой и были взорваны люди. Около 60 там с чем-то человек погибло. Заметьте, военнослужащие российские взорвали, кавказские, дагестанские. Но это чурбаны, там, кавказцы, их не жалко. Видимо, так рассчитывали. И наши спецслужбы чеченские потом задержали. Алексей Галкин такой есть. Его допрашивали, он все подробно рассказывал. Взорвали дом Буйнакский. И затем последовал следующий взрыв. Дом Буйнакский я называю звеном, цепочкой, связующим звеном. Цепочкой связать Басаева с Дагестаном и с этими взрывами. Вот для этого был взорван дом Буйнакский. Затем следующие два дома были взорваны в Москве. Я их называю резонансными взрывами. Москва, больше всего журналистов в Москве находится, иностранцев, и это такой резонанс должно было дать вот это действие. Затем следующий взрыв дома произошел в Волгодонске. Этот дом находится в 16 километрах от самой большой атомной электростанции, Ростовской атомной электростанции или Волгодонской атомной электростанции. Это был такой угрожающий страх и трепет для Запада. И я думаю, это поимело значение. Но даже тогда Запад ломался так. Конечно, некоторые категорически не приемлили это все, но в основном Запад начал склоняться, потому что чеченские террористы, если взрывают женщин, детей в своих домах, то представьте, каково это будет, если взрывать, если они могут взорвать атомную электростанцию, если они могут взрывать женщин, детей, как назвал Путин этих террористов, которые взрывали эти дома до того, как эти террористы были задержаны. Я сейчас дойду и до этой части, где террористы будут задержаны. Путин сказал, что это бешеные звери взрывали. Поэтому с тех пор я называю банду ФСБ бешеными зверями. И следующий дом после Волгодонска должен был быть взорван в Рязани. На улице Новоселова, дом 16/14, была в подвал заложена взрывчатка. И бдительный гражданин данного дома, Картофельников, увидел, как двое мужчин и одна женщина заносят в подвал мешки с чем-то.
3 мешка было занесено. Он позвонил в полицию, приехала полиция, полицейский спустился в подвал, милиция тогда это называлось, милиционер спустился в подвал и обнаружил 3 мешка крест-накрест, как он это рассказывал, я рассказываю, об этом есть видео, это самое расследованное преступление, которое потом русские засекретили. 3 мешка было крест-накрест, на верхнем мешке был надрез и был помещен детонатор на 5 утра, что ли, или около того. Короче говоря, все должны были погибнуть. Все дома, которые русские террористы, бешеные звери из ФСБ взрывали, были из самых бедных слоев населения, русского населения. То есть самые беззащитные в России. Самые, даже в Москве, которые дома взрывались, на Каширке, на Гурьянова, это самые такие, бедные районы Москвы. И дома очень бедные были. Ну, это так, это мусор. Это, кстати говоря, путинский электорат потом, который за него голосует больше всего. Хотя сейчас за Путина все, кажется, русские голосуют. И вот таким образом Путину, они занесли мешки в подвал, они уехали, приехала полиция, достали мешки, обнаружили гексоген, эвакуировали весь дом. До утра люди в соседней школе провели, рядом находящей в школе провели, приехал начальник УФСБ по Рязанской области, и он сказал, что вы родились в рубашке, это ваш новый день рождения, там, и так далее, и так далее. На второй день, 21 на 22 ночью мешки закладывались, 22 были задержаны ФСБшники, 22 на 23 закладывалось, 23 были задержаны ФСБшники, и они звонили по телефону, использовали краденую машину, краденую, 7 Жигулей. И когда задержала МВД этих террористов, выяснилось, что это сотрудники ФСБ. И Николай Патрушев в этот же день, когда тогда Рушайло, министр внутренних дел Рушайло, заявил, что предотвращен теракт, вышел Патрушев и сказал, что это были учения, там был сахар, взрывчатого вещества не было. Все, с тех пор эти учения, так называемые рязанские учения, вошли в учебники как рязанские учения с сахаром. И русский Фредди Крюгер Николай Патрушев фактически взял все это на себя. В этот же день Владимир Путин, исполняющий тогда, или премьер-министр тогда он был, заявил, что будем мочить террористов в сортире. Но почему-то самолеты полетели не на Лубянку бомбить террористов, а полетели бомбить мирный чеченский город Джохар, бывший город Грозный. И с тех пор началась Вторая русско-чеченская война. 2 русско-чеченские войны унесли 30% от числа граждан Чеченской Республики. 300 тысяч, среди которых 42 тысячи. 26 тысяч чеченцев незаконно осуждено. И вот я, возвращаясь к русским патриотам, которые не знают, что за взрывы, а были еще взрывы метро, троллейбусов, автобусов, рынков и так далее, аэропортов, которые проводили ваши русские террористы. Хочу спросить, вам не стыдно быть за того, кто убивает русских? И получаюсь я, которого тут обвиняют чуть ли не в русофобии и так далее, подменяя понятия. Я очень хорошо отношусь к русским, я очень плохо отношусь к русским фашистам, имперцам. Очень плохо. Я делю их. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот что значит фашистская Россия и ее Путин. И весь мир смотрел, как над чеченцами творят геноцид, как чеченцев перемалывают. И наслаждаясь своей безнаказанностью,
банда бешеных псов из учреждения ФСБ и Министерство нападения фашистской России, а также Министерство юстиции, ФСИН и другие террористы и подонки и преступники уничтожали чеченский народ. Мы прошли 9 кругов ада. И если сейчас чеченцы молчат, это не значит, что мы не знаем, что произошло, или мы забыли и любим Путина и фашистскую Россию. Это значит, что весь мир нас предал, и мы, весь народ, находится в заложниках, и мы молчим. И я буду говорить вам, доносить до мира то, что болит у чеченцев вот здесь. Буду вам рассказывать, буду показывать, буду говорить об этом. А если меня не станет, а это над этим уже давно работают русские фашисты, то придет следующий, и мы добьемся своего рано или поздно. Мы будем восстановлены в правах, мы получим свою независимость, мы накажем всех преступников, оккупантов, которые пришли на нашу землю, высшее руководство, по крайней мере, которое совершало страшные преступления против нашего народа. А также мы накажем тех, кто продался нашему врагу многовековому и убивал нас вперед, бежа вперед фашистов, выслужиться им, чтобы им дали там, Мерседес или немножко там сытную похлебку. Дал мула. Вот такая вот печальная история. Но что хорошо в истории, это то, что она никогда не заканчивается. И Земля крутится вокруг своей оси, как крутилась. Дни и месяцы и годы летят. На место одного поколения приходит другое поколение. А чеченцы хранят свою историю. Мы знаем то, что даже 50 лет назад когда-то кто-то ударил пощечину нашему какому-то там дяде, отцу, дяде, даже если он умер. Как вы думаете, мы можем простить то, что сделали вот эти варвары, придя к нам на землю? Никогда. Никогда. Вы просто не знаете чеченцев. И сейчас, даже если вы хотите уничтожить, у вас не получалось, вы пытались всю свою историю, вы пытались уничтожить наш народ. И сейчас, даже если вы уничтожите большую часть, которая у вас находится в заложниках, 300 тысяч свободных чеченцев находится тут. А если вы начнете уничтожать, а сейчас вам не до нас, вас сейчас самих в Украине уничтожают, восстанут все. И весь мир даст таких вам люлей, которые вам мало не покажется. Хотя вам и так даст этот мир люлей. Все, хватит. Вашу подлость. Я удивляюсь. Я просто негодую просто. Не просто удивляюсь. От терпения и гуманизма Соединенных Штатов, Великобритании, которые вас терпели и вынашивали, взрастили вас. Теперь, когда они уже поняли, что теперь им угрожает опасность, над вами, вашей фашистской Россией будет поставлена жирная точка. Дал мула. Мы с этим намерением молимся Господу, чтобы ваша фашистская страна понесла заслуженное, не больше. Только то, что вы заслужили. Этого будет более чем достаточно на поколение вам. Чтобы ваша фашистская страна получила наказание. Мы засыпаем с этой мыслью. Мы просыпаемся с этой мыслью. Мы молимся на каждом намазе, на каждой молитве у Господа, чтобы Он наказал. Теперь к нам мы еще добавляем грузин, украинцев, сирийцев. Ну и тех, которые были и раньше нас. Слава Украине и Ичкерии! Так, почитаю ваши комментарии, друзья. Пропаганда американская. Ты возрази лучше, пропаганда американская. Скажи, что не взрывал Путин ваши дома с Патрушевым.
Не взрывал, скажи. Так, отлично. Они вам... Так, это будет третья война в Чечне, как вы думаете? Нет! Войны в Чечне больше не будет. Закончится. И не будет никакой войны. Будет суд над преступниками. И мы сделаем все, чтобы не было войны. Чеченцы пережили геноцид. Нам нужно время. Нам нужно 25 лет, чтобы прийти в себя после того, что с нами произошло. Больше войны не будет, и мы ее не допустим. Россия террористическая организация по названию. Русский мир. ЗСУ сила. Слава ЗСУ! Так, совершенно верно. Независимая, навеки вечная Чеченская республика Ичкерия. Абсолютно верно. Так, поделился моей трансляцией. Отлично. Делитесь нашей трансляцией, ставьте лайки, распространяйте. Пускай больше людей увидят правду. Настоящую правду. Украинцы многого не знают. Украинцы пребывали в пропаганде, помогали даже совершать этот геноцид над нами. Не все, некоторые. Сейчас у многих уже открылись глаза. Вы очень многого не знаете, украинцы. Нам очень много что есть вам рассказать. Все, что вы знали и видели про Россию, и даже это Буча, и нападение на вас, это еще только 1%, что вам еще предстоит узнать о фашистской России. Вы даже не представляете просто, насколько лицемерна и подла эта Россия. Это учреждение ФСБ, КГБ. Кто подорвал Гиви? Гиви сам взорвался. Слава Ичкерии, смерть недоколонии РФ. Героям слава. Гиви как так? Откуда у вас такая информация? Все из открытых источников. Кстати говоря, взрывы домов 99-го года, которым обвинили Шамиля Басаева, эти теракты были засекречены фашистским учреждением ФСБ на 75 лет. Это единственный теракт Басаева, который русские фашисты засекретили на 75 лет. Это о многом говорит. Причем вот эти учения, которые говорит Патрушев, проводились на ворованной семерке «Жигули». Я понимаю, что они были очень секретны и не уведомили местную ФСБ, милицию, там, жителей дома, как бы там, ни МЧС, ни врачей. Ну, очень нужно было секретно сделать. Но зачем наворованной-то? Объясните мне, пожалуйста. Да, страшно вспоминать. Анже это только еще цветочки. Еще есть очень много. Жириновский все карты открыл про Рязанский Сава. Прямо в Думе. Кто не видел, посмотрите. Да, совершенно верно. Открыл не Жириновский, открыл Селезнев, конечно. Селезневу пришла записка, когда был взорван дом на Каширке. По-моему, да, на Каширке. Должен был быть взорван дом на Каширке. Селезнев сказал, что в Волгодонске взорван дом. А сегодня взорвался только на Каширке. В Волгодонске взорвется через 3 или 4 дня только дом. И Селезнев об этом зачитал. И тогда Жириновский сказал: слушайте, Селезнев, как это получается так? Дом взорвался через 4 дня, а вы нам об этом сказали за 4 дня до этого. Как такое произошло? Это все есть тоже в открытых источниках. Правда, сейчас, смотря на Украину, рано снова начала сочиться. Да, ассаламу алейкум, брат мой. Ва алейкум ассалам. А как насчет США? США, Господи, благослови Америку. Вот что насчет США. Пора дать то, что мордва заслуживает по делам их. Да, мула. Сколько чеченцев проживает за границей? 300 тысяч. В Европе только 300 тысяч. Даже больше. Как причем Сирия? Кто бомбит по сегодняшний день? Русские фашисты бомбят. США белые и пушистые. Ну, я бы не сказал, что белые фашисты. Пушистые. Во-первых, нету вообще белых и пушистых. И чеченцы тоже не белые и пушистые, чтобы вы понимали. И поэтому не нужно передергивать. И говорите за себя. И вообще, знаете, у русских принято сравнивать с США. Не надо с США сравнивать. Ваш уровень это Зимбабве, Сомали.
Дай Бог, чтобы они меня не услышали и не обиделись. Вот ваш уровень. Не надо о Великой Америке. Куда вы лезете? Ваша Зимбабве, вот скажите, вот Зимбабве съедает своих оппонентов, там какой-нибудь там их лидер. Вот это ваш уровень. Вот об этом и говорите. Алина Малина, мне было 14, я была за свободную Ичкерию. Алина Малина, оставайтесь такой же и сейчас. Что вы скажете о Азове и Бандерас? Бандерас это кто такой Бандерас? Я скажу, что Азов и Бандера, Степан Бандера, это патриоты своей страны, которые с оружием в руках сейчас защищают Азов, защищает свою страну против многократно превосходящих сил противника. Честь и хвала этим лучшим воинам. И на этом канале я уже 3 видео от Азова уже поместил у себя. Не на этом канале, а на канале, YouTube канале у себя. Поэтому, друзья, подписывайтесь на реалити, и вы узнаете, что Азов это круто. Чеченский народ 20 лет ждет закона бумеранга, и этот день недалек, иншаллах. Да, для истории 20 лет, 50 лет, это миг, секунды. Спасибо за правду, я не знала, это страшно. Венера Милоска. Да, Венера, вы даже не представляете, насколько все страшно. Все потом, что делали в Чечне. Сейчас говорят Буча. Вы знаете, что русские вывозили органы чеченцев. Чеченцев задерживали. Ставропольская ИК-3 больница. Там чеченцев наживую, без обезболивающих, отрезали руки и ноги, забирали органы. Эти факты задокументированы. У нас есть все, просто весь мир подло, жестоко, подло, коварно, лицемерно отвернулся от нас. Доставали органы, внутренности, продавали по запчастям человека, отрезали голову. Вот есть такой Невзоров. Вот у него на столе раньше стоял череп. Я могу поклясться, что это череп чеченца. Они относили головы, и эти головы, варили их, оттуда доставали черепа, и этим делалось. Это животные. У них в центре, на Красной площади, лежит Ленин, труп, который их убивал, который призывал их убивать. Это ненормально. Это страна с двойной, с тройной, десятерной моралью, с 10 лицами. Все выдумка, все фейк, история украинская, язык искусственный, национальность искусственная, все выдумка. Это большая трагедия, как для самих русских и тех, кто проживает, оказался, к большому сожалению, рядом с ними, так и для всего мира. Большая трагедия. Но это пример для остальных, как не нужно жить. Можно спросить, почему же вы в Европе, если вы такой патриот? Моя страна оккупирована, и я был вынужден уехать, чтобы не попасть в тюрьму или не быть убитым. Очень просто. Вы бы хотели, чтобы меня убили, и я бы сейчас вам не вещал и не рассказывал правду, да? Вы же это уж хотели. Было бы хорошо, да, если меня не было, вы бы не услышали бы эту правду, и вы бы украинцам доказывали бы, какие они нацисты и фашисты. Вы нам вчера доказывали, какие мы исламисты, террористы, каратисты. Теперь вы украинцам. Мне знаете, как смешно, когда вы их называете нацистами? Вы откройте самый большой сайт по недвижимости, сдать в аренду. ЦИАН называется, cian.ru. Откройте, посмотрите. Ни Кавказ, кавказцам не сдаю, ни славян, только славянам, только русской семье, ни азиатам. Вы это открыто пишете на своих сайтах. А вот уровень бытового фашизма, который есть в России, он просто запределен. Да, запределен. Даже кадыровцы, которые сейчас с вами воюют, посмотрите русские патриотические вот эти каналы. Когда кто-то из русских, которые с кадырятами этими воюют против Украины, назовет братом, они говорят, он там чечена братом назвал.
Вы патологические фашисты, понимаете? Это ваше естество. Вы даже не осознаете, что вы фашисты. До того вы фашисты. Понимаете? Вы понимаете, что это ваша скрепа, это ваша сущность. Не у всех, опять же говорю. У меня есть друзья, я уважаю своих друзей, русских друзей, которые болеют за русский народ, которые болеют за вот эту ситуацию, которая сложилась. Но, к сожалению, фашисты не украинцы, а вы. И у вас будет, никогда не будет еврея, иудея, президента. Никогда. Потому что фашисты вы, а не они. Мордор должен быть разрушен, иншаллах. Иншаллах. Так, слава Украине, героям слава, элементарно так. И так дома всех убили, мы тут живем, что хоть кто-то знал правду. Героям слава, слава нации, дякуємо. Так, про Бандеру сами верите, что сказали. Конечно, верю. Бандера это самый крутой чувак, понимаешь? Это уровень Джохар Дудаев, Бандера, это такие ребята, которые через десятки лет после их смерти вы их ненавидите. Тогда это уже показатель. Вот смотрите, мой канал реалити, и этот мой канал постоянно атакуется. На территории фашистской России запрещен. Я не говорю ничего религиозного. Я не говорю ничего экстремистского. Я не призываю к какому-то насилию против русских, там, России и так далее. При этом мой канал запрещает. На этом канале запрещают отдельные видео, которые касаются истории Ичкерии, сформирования государства. Вы всячески пытаетесь заглушить правду. И я понимаю, что я делаю правильную работу, раз меня везде пытаются маргинализовать, меня где-то пытаются загасить, там, помешать мне говорить правду. И вот представьте, Джохара Дудаева вы убили в 96 году. Прошло 26 лет. О нем говорят украинцы. Его именем называют в странах Балтии, Польши, Европы, в Турции, в Украине. Его улицы, площадя, парки, скверы и так далее. И то, что он говорит, сегодня украинцы берут за руководство к действию, цитируют его, пересказывают. Через 26 лет человек вам наносит вред, и вы его ненавидите. Бандера точно так же взрастил целые поколения украинцев, которые борются с вас, против вас. Не на вашей территории, заметьте, это когда вы к ним приходите, и когда вы к нам пришли, мы не в Москву пришли, и украинцы не под Киевом, не под Москвой стояли, а вы под Киевом, пока вам пинка не дали, вы стояли, были вынуждены. Вы еще раз попробуйте, если вам силенок хватит. Но я считаю, это величайшая заслуга. Если русские фашисты нас ненавидят, Бандера это будет, Джохар это будет, я это буду. Да, я буду просто горд этим. Это очень круто. Ассаламу алейкум, брат. Можно ваши стримы публиковать? Можно спубликовать со ссылкой на мой канал реалити на канале YouTube. Алейкум салам. Як ви розумна людина. Дуже дякую, Марин. А почему очень многие говорят, что в Чечне виновата США, что в США Чечне оружие поставляла? Скажите, если вы находитесь в заложниках, если вы постоянно подвергаетесь пропаганде, что вы можете сказать? Какая Америка? Сейчас я слышу, что Америка виновата в том, что Россия напала на Украину. Как? Да, я понимаю, что Америке это выгодно, что вы напали и так далее, потому что вы теперь открыли свое лицо, вы показали всему миру, кто и с вами будет кончать. Хотя Америка пыталась с вами заигрывать. Но в Буче десятилетних детей насиловали не по приказу американцев. Убивали массовые трупы в ямы, складывали не по приказу американцев. Это делает русский солдат, русское воинство. Вы ненавидите украинцев, я это знаю, вы мне не можете доказать, что это американцы вас заставляют их ненавидеть. Вы ненавидите чеченцев, вы ненавидите американцев, вы даже сами себя, русских, ненавидите. Ведь вы, как вы друг друга в 17 году, в 20-х, 30-х годах
как вы друг друга, ни одна нация так не уничтожала друг друга. О чем вы говорите? Какая Америка? Что Америка виновата, там, Чечне скажут. Конечно, чеченцы, то, что сделали с чеченцами, это была подлость мирового масштаба. Она выходит за рамки России и русских. Это подлость мирового масштаба. Это отдельная тема. Это моральная ответственность. Некоторые европейские чиновники, конечно, должны нести уголовную ответственность, но это больше моральная ответственность. Уголовная ответственность, конечно, лежит на русских фашистах, на России в целом, на вашей банд-армии, на министерстве нападения, на учреждения ФСБ и так далее. Сейчас Путина положат в мавзолей. Да, и еще лику святых его причислят. Вы правы. Где вы находитесь? Германия, город Гамбург. Так, если США давала им оружие, как переправляли? Вы что? Где США и где Чечня? Надо признать, что в какой-то степени нам американцы помогали. И если, не в том случае, что оружием нам помогали, а информационно, политически, над нами геноцид совершался. Если бы не американцы, я вам клянусь, они бы сейчас одного чеченца в живых не оставили. До кого дотянулись бы, одного чеченца они живых не оставили бы. Только благодаря тому, что вот Америка проявляла какую-то заботу не до конца, и я, опять же, у меня есть претензии и к Америке в этом вопросе. Но при всем при этом нужно признать, если бы не американцы, они бы убили бы всех чеченцев. Они об этом прямо говорили. Они делали то же, что вся Чеченская республика – это Буча. Только в одних Самашках у нас убито больше женщин, детей, чем убито в Буче. А Самашки меньше, чем Буча. Или такого же размера. Это проигнорировали. Так, приятного слухати. Дуже дякую, Марин. Заходите, мы вам будем рассказывать очень много интересно. Так, вас зовут Марин Дио. На YouTube-канале Реалити. Подписывайтесь, не забывайте. Да какая разница, иду я сам в Украину, морду отворачивает. А какая разница, иду я сам с Украины, морду. Бандера сила. Абсолютно. Мы сравнение. У сравнению, Джохар Дудаев пророк. Я бы не сказал, что он пророк, я могу сказать, что он был очень осведомленный человек. Но ему не верили, потому что если поверить, нужно было принимать какие-то меры. Какие-то меры кто-то верил и принимал, но основные не принимали. То Бандер это как Джохар по Албуе. Вы же не историк. Нет, я не историк. Батька наш Бандера, Украина мать. Да, памятуемо Джохара Дудаева. Бандера. Так, это я не буду читать. Сам ты такой. Гилаев красавчик, Радуев красавчик. Россия сегодня обвиняет, что сегодня Россия воюет с Украиной. Так, что ты скажешь, как США? Что ты скажешь, как США с Ираком поступили? США не лучше, чем Раша. Все, давай, сейчас. Мне знаешь, что удивляет? Вот этот человек, Зидан, да, у него, он мне говорит, вот ты сравнил Дудаева, это он сказал, да. Он говорит, Зидан мне говорит, Бандера, ты сравнил Джохара с Дудаевым, типа, как ты мог, он мне говорит. Потом он говорит, а что ты скажешь, как США с Ираком поступили? США не лучше, чем Раша. Я хочу сказать, что этот человек, это потерянное поколение для чеченского общества. Его задевает, что я сравниваю Бандера с Джохаром, он имеет в виду, что Джохар это там круто, а Бандера нет. А потом он говорит, а США что сделал? Человек, над которым совершили геноцид, говорит о каком-то США, о каких-то там, я не знаю, японцах, там, африканцах, еще о ком-то говорит. Это над тобой совершили геноцид. Понимаешь ты? Над тобой. И когда ты говоришь, что не лучше, чем США, ты прощаешь все. То, что над тобой сделали. Значит, если это сделает любой тот над тобой, ты простишь. Ты показываешь свою сущность. Вот что самое печальное. Сперва ты говоришь, зачем Бандера сравнивать, потом ты сравниваешь с Америкой. Ты очень сильно заблуждаешься. Ты бедолага. Мне очень жаль тебя.
Неправда, много врете. Тут там живут люди мои знакомые, вообще другое говорят. Где там живут ваши знакомые люди? О чем вы говорите? Где живут? Я ни разу не соврал за этот стрим, ни один раз, ни в чем. А что вы, кацапы, скажете о Голодоморе? А вы Аллаха верите вообще, говорит? Конечно, я верю. У меня сегодня был 12-й пост, кстати говоря. А вас это волнует как-то, верю я в Аллаха или нет? А вот вы пишете Аллаха, значит, я так понимаю, вы пишете это Мастина, как дагестанцы обычно это пишут. Вы дагестанка, наверное. Значит, вы россиянка. Вас устраивает ваша фашистская Россия, жить в составе фашистской России? Вам не стыдно? Вы не позорите своих предков, которые когда-то сражались против оккупации? Вы уже все расслабились и получаете удовольствие? Все, сдались? Мне кажется, мы никогда не будем свободными, Аслан. Я уже отчаялся. Наш народ погибает. Бладдел Уолкер. Но смотри, ты говори за себя. Раз ты уже согласился никогда не быть свободным, ты не будешь. Я остаюсь свободным. Я открыто вышел, а ты анонимно спрятавшись, говоришь, уже сдался, отчаялся. Что ты сделал, чтобы отчаяться? Что ты сделал? Приложил ли ты усилия? Миллионы чеченцев за эти 400 лет ушли в землю, сражаясь за свою свободу. Ты, как мы видим, жив, но ты уже отчаялся. Не отчаивайся, я решу твои проблемы. Зараз ми розуміємо, що відбувалося в Чечні. Зараз ми розуміємо, що відбувалося в Чечні. Сусіди, так. Адам, Франция, Маранджо, так. Я тоже за это переживаю, идет к этому. Привет из Германии, Гамбург. Привет, Боди, Германия. Вы тоже ненавидите дагестанцев? Почему же я ненавижу дагестанцев? Вы мне говорите, мусульманин я или нет. Вы хотите сказать, что вы мусульманка, я говорю. Я просто хотел определить, кто вы по национальности. Россиянка вы или нет. Я так понял, вы россиянка. Я не ненавижу ни дагестанцев, ни кого-либо. Даже русских я не ненавижу. Вы мне сейчас говорите, а какое ваше дело? Вообще, верю я в Бога, не верю я. Это вас вообще не колышет никак. Вы подумайте о себе, что вы живете в фашистской России и восхваляете эту Россию. И дагестанцы в последнее время очень много это делают. Вот и все. Давайте покажите, что вы свободные кавказцы, а не лежащие под бичами какие-то товарищи. Ну, покажите. И тогда все станет на свое место. Слава Украине, героям слава. Джохар Дуда, Россия умрет, когда зайдет украинское солнце. Да, именно так. Дагестанцы наши братья. Где геноцид Чечни? О чем вы? В смысле, где геноцид? Ты проснулся, что ли? В Украине живут так, фейк, Голодомор фейк. Вот этот же, который говорил, где геноцид Чечня, говорит, что Голодомор фейк. Ага, ясно с тобой. Ясно, дядя, ты что несешь? Так, ты уже претендент на бан. В Украине плюс 14 тысяч убитых, плюс 30 миллионов в народе. Дякую за правду. Не за что. Так, Украина больше 40 миллионов. Так. Я даргинка, а не россиянка и мусульманка. Но вот мы из-за даргинцев, это не из-за даргинцев, это наш договор был с даргинцами, навлекли на себя беду. А ты мне говоришь, мусульманин я или нет? И ты не россиянка. А кто ты, если ты не россиянка? Ты же дагестанка. Живешь в России. Кто ты тогда? Зашла сюда и спрашиваешь, верю я в Бога или нет? В чем ты меня уличила, что я не верю в Бога? Вот. Объяснись. Объяснись. Слава Украине, героям слава. Разжигаешь? Разжигаю. Почему нет-то? Наташка, не ищите в Украине свои, они на учения. Ждите, ждите. А вы немец? Нет, я чеченец. Я заскринила ваше лицо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, зачем вы это? Только ФСБ не говорите. И ваше фашистское ФСБ, и ментовки. Только не им, хорошо? А то они про меня ничего не знают. Если живете в Германии, значит вы немец. Нет, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. У меня есть паспорт, но и немецкий тоже у меня есть.
временный. А вот у меня есть паспорт Чеченской Республики Ичкерия. Зовут меня Аслан Арцуев, вот той, кто заскринила. Можешь тоже туда передать. И еще остальные там у меня за 3 года, за 4 года очень много видео накопилось в этом, на канале. Как его? На реалити моем канале. Если жить в Германии, значит вы немец. Нет, я становлюсь немцем, если я получаю гражданство. Гражданином Германии. А я не гражданин. Мастане, будь тогда свободной Даргинкой, а не подружкой мусульманкой, говорит. Свобода Чечне. Дуже дякую. Так, логично. Слава Чечне, слава Украине. Героям слава, друзья. Героям слава. Так что вот такие вот дела, друзья. Пользовался, подписался на ведущего. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте. Иозеф Сталин зашел. Меня удивляют, знаете, русские, которые любят Сталина. Это самые вообще прикольные товарищи. Он их мочил, уничтожал, а они любят Сталина. Вот невероятно. Невероятно. Какие же вы. Дудаев сила. Абсолютно верно. Абсолютно. Дудаев сила. А Сралин могила. Это да. Вот такие вот дела. Кстати, Хасан 95. Поменять можно там каждые 3 месяца, правда, если ты несколько раз менял, только можно менять. Но можно поменять название. Сралин могила, да, совершенно верно. Так, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Так, если вы не возражаете, я выпью водички. Завтра месяц будет, сразу поменяю. Вот, ты, наверное, несколько раз менял. 95-й регион, это нет. Это ни в коем случае нельзя. Хороша водица. Живу в Германии. У меня вопрос. Почему Кадыров так вольно ведет себя? Ну, Кадыров это агент Кремля, агент лично Путина. И если Кадыров говорит, мы нанесем ядерный удар, это говорит Путин, мы нанесем ядерный удар. Вот и все. Это легко объясняется. Кадыров и те люди, которые перешли на сторону фашистской России, убивают чеченцев, выполняют эту работу за место русских фашистов. За это, знаете, это очень удобно. Руками чеченцев убивать чеченцев, руками той этнической группы, с которой вы воюете, убивать эту этническую группу. Это очень удобно. Это как раковая опухоль. Когда сами себя уничтожают, это очень хорошо, очень удобно тем, кто это делает. И вот в первый раз, чтобы Запад все-таки сказал, что Чечня имеет своего чеченца в лидерах там и так далее, проводится какая-то видимость выборов там, фикция, конечно, все. Они поставили Кадырова. Кадырову можно обогащаться, Кадыров имеет власть, деньги. И вот он убивает нас в угоду русским фашистам. Но он убивает нас и делает то, что прикажет именно Путин. Если Путин ему скажет не трогать, завтра одень там вот это пуанты, что ли, да, называется, вот это балерин, которая платит. Одень это, или как он там называется, и спляши там Лебединое озеро, он не очень, конечно, у него хорошо это получится с его
возможностями, но он это сделает без проблем. Скажут, убивай, будет убивать. Это послушный исполнитель. Со вчерашнего дня Путин использовал в Украине все виды вооружений. Да, абсолютно верно. Все запрещенные, шариковые, все. Все то же самое, что было в Чечне. Так, но я наблюдаю, читаю прессу, хорошо помню чеченскую войну. Кадыров, не Чечня. Ну, это не чеченская война. Прошу вас быть более корректными. Чеченская, она, хотят ее русские такое представить. Это русско-чеченская война. Как сейчас, если вы заметили, хотят представить кадыровско-украинской войной хотят представить. Кадыров там, кадыровцев там 3, 5, 10% наберется от всего состава. От 200 тысяч, которые туда вошли. Ну, может, 5% наберется, да, кадыровцев. Но 95% эфирного времени занимают кадыровцы. Все кадыровцы. И уже такое впечатление, Кадыров нанесет ядерный удар по Украине там, и так далее. И Кавказ Реалий на деньги американских налогоплательщиков несет такую чушь. Ну, конечно, это там агентура КГБ, ФСБ везде работает. А мы знаем, что на Западе журналисты имеют свободу. И здесь по-настоящему есть свобода. Я могу это на своем примере подтвердить. Я могу говорить все, что хочу здесь. Как вы видите, я могу и Меркель поругать, я могу и Шрёдера поругать. И любого человека, если я посчитаю нужным. Если я не вру на человека, не возвожу на него напраслину, я могу открыто об этом говорить. И получается, сейчас это выглядит как будто, ну, во-первых, русско-чеченская война, а во-вторых, это выглядит, что вот чеченцы напали на Украину. Да? Кадыров, мы понимаем, что эти кадыровцы, они чеченоговорящие. Это как лугандонцы, да, те же предатели, или хохлы, как их украинцы называют, предатели Украины. Да, это те же самые хохлы, чеченские хохлы. Вот нам пытаются преподнести, что чеченская война, что украинско-чеченская война, кадыровско-чеченская война и так далее. Это не так. Голодомор устраивали не чеченцы, кадыровцы преследуют не чеченские интересы, а преследуют интересы иностранного государства, то есть российского. Это старая такая война, древняя война, она века уже идет, русско-украинская война. И чеченцы это такие же, как там есть абхазы есть, грузины есть. Ну, грузин, может, там немного, но вооруженных сил, наверное, есть и грузины, дагестанцы, осетины и так далее. Вот такая вот тема. Прошу прощения за некорректность. Все, никаких проблем. Главное, чтобы вы поняли, как на Украину и в Украину говорят. Да? Это очень важные моменты, которые, например, некоторые, кто не разбирается, может не обратить внимания. Но это очень важно. На Украину это значит, что это какое-то территориальное обозначение, что это не страна, а в Украину, да, в Россию, в Чечню, и так далее, это государство. А там остров это будет или какое-то территориальное обозначение, то это там, ну, русские подразумевают, что это окраина, да, они, воспользовавшись этим словом, они пытаются преподнести, причем это украинские слова, славянские слова, которые сам русский язык, он, как мы знаем, искусственный язык. И они пытаются сказать, что это окраина Великой России. Хотя Киевская Русь начиналась там. Как обычно, у лжи всегда противоречие. Поэтому это очень важно, когда ты говоришь на Украину, ты фактически отказываешь украинцам своей государственности. И немаловажно, да, для украинца, допустим. Точно так же и здесь, когда мы говорим чеченская война, это такой нарратив, везде об этом пишут, даже иностранные журналисты это говорят, чеченская война. Почему чеченская? В конце концов, античеченская тогда бы уже писали. А на самом деле это русско-чеченская или российско-чеченская. Ну, более точно будет это русско-чеченская по смыслу. А если юридически точно, грамотно попробовать сказать, то это российско-чеченская война. Можно так сказать. Ну, вот как-то так. Слава Чечении и Украину. Героям слава.
Байден обещал наказать Путина за применение ОМП. Путина нужно наказать уже вообще за все. Грузия, Чечня, Украина. Все, что творится в мире. Кадыров никто и звать его никак. Только Путин перестанет платить ему деньги, что он будет делать? Да, совершенно верно. Только не Путин, там целая система, конечно. И знаете, очень обидно мне, что украинцы сейчас... Ну хорошо, что хотя бы не говорят про них чеченцы. Просто благодарность безмерная. Просто эта война, это историческая война. Ну как, в принципе, все войны. И эта война, она конец России. Той России, ее сегодняшней России не существует уже. Когда Советский Союз разваливался, когда еще в Афганистане шла война, его уже не было, этого Советского Союза. Было принято решение по его ликвидации. Но по инерции мы все еще, простые люди, думали, что Советский Союз существует и жили в этом Советском Союзе. Точно так же сегодня Российская Федерация, которую вы знаете, ее уже не существует. Просто многие не знают, я вам открываю эту тайну. Не существует. Этот год России, это последний год России. Да, может еще огромное море крови пролиться, они могут сделать еще разные рывки в разную сторону, но России конец. Конец. Большой, огромной России конец. Начиная от Дальнего Востока и так далее. Поэтому Кадыров и Путин – это люди, которые похоронят эту Россию. И когда сегодня говорят чеченцы, когда говорят кадыровцы и украинцы даже мои друзья украинцы, проскакивают у них чеченцы, они могут сказать на кадыровцев. Ну, как бы это ни было неприятно, но это правда. Я вынужден согласиться. И когда говорят кадыровцы, украинцы делают нам такую услугу. Да, ну, между собой они говорят, и это в истории останется. Вот что меня волнует. Это в истории останется через поколение, через 25 лет, через 50 лет. Я думаю об этом. Будет, что чеченцы против свободных украинцев пошли. Вот что меня больше всего задевает в этой истории. И я бы не хотел бы, чтобы кадыровцы хоть как-то принимали участие. К большому сожалению, но это подневольные оправдания, могу сказать, там большая часть идет насильно. Они заложники, они сами оказались в этой западне. Они перешли на сторону русских, служили русским, и русские послали их убивать. А их семьи находятся в заложниках. Если в России за то, что ты отказываешься, ну, может, дело возбудят уголовное, еще что-то, то в Чечне родственников просто убьют. Просто убьют вас и ваших родственников. Вообще без разговора. Поэтому большая часть, кто к вам идут, не те, которых на камерах увидите, они, в принципе, не могут управлять, ну, на них законы российские не распространяются, так как мы это представляем. Вот и к большому сожалению, вот есть эти кадыровцы. Но я бы хотел, чтобы вообще не говорили об этих кадыровцах. Уберите это. Специально нам каждый раз показывают, там они в таких, там какие-то там успехи, что-то там. Воюет реально русская армия. В Буче нам говорили, что были кадыровцы. Вы не представляете, я реально переживал по этому поводу. Мне было реально, эти люди нас убивали, эти кадыровцы. Перешли на сторону русских и нас убивали. Но когда мне сказали, что они были в Буче, я вам клянусь, мне было намного больнее, обиднее, что они там еще нас позорят. Слава Богу, из 1513 человек, 1513 человек, 1500 человек, было 2 чеченца всего. 2 кадыровца или чеченоговорящих, как я их называю. 2 всего лишь. И я уверен, и они не замешаны. Изнасилование 10-летних детей, там, мать перед ребенком, ребенка перед матерью. Ужас, что там творили. Но нам говорят опять про кадыровцев. И вот уже в Буче осталось везде, в интернете написано, были кадыровцы, чеченцы там и так далее. Но это искусственно делается, друзья. Это искусственно. Мы должны как-то перебороть эту пропаганду, не обращать внимания, не опускаться до уровня. Знаете,
когда вот Россия убила 300 тысяч наших людей, поставили Кадырова, и Кадыров начал творить над нами этот беспредел, было очень обидно. Когда вчерашний Кадыров Ахмад ведь был другом президента Масхадова, был рядом с ним, муфтием, объявлял джихад России как религиозный деятель и так далее. И потом мы перешли на сторону русских. И было вдвойне обидно, что тебя убивают твои же вчерашние твои соратники. Это все в интернете есть, как он призывает к джихаду против России там, и так далее. Жены должны даже имеют право не спрашивать своих мужей, говорил Ахмад Кадыров, папа вот этого мерзавца. И можете не спрашивать там, и муж это как бы считается самый главный человек, мусульман, для жены, для семьи. И вот его даже ты имеешь право не спрашивать, потому что война там и так далее, и так далее. Потом он переходит на сторону русских и начинает нас убивать. И несмотря вот на это, было очень неприятно это все ощущать, видеть. Читаю ваши комментарии и отвлекаюсь просто от мыслей, которые я хотел высказать. У вас висит американский флаг. Да, у меня висит американский флаг. Так, что для вас американцы хорошие выходят? Да, американцы самые крутые. Самое большое зло это Оркестан. Мужик, ты лучше, говоришь все по факту. Дуже дякую. Россиянам еще не дошло, что они скоро раздолбятся на кусочки. Да, именно так. Именно так Россия перестанет существовать. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Так, друзья, пишите комментарии, распространяйте. Я еще несколько минут с вами побуду и закруглюсь. Так, сегодня 13 апреля у нас. Любовь. Убери флаг Америки. Они тоже творят. Эсперансо. Мне проще тебя убрать. Флаг Америки это самый крутой флаг. Вы что, парни? Ой, ладно, оставлю его. Ну, видно же вам его, да? И все, слава Богу. Господи, благослови Америку. Если бы не Америка, Россия вообще бы распоясалась бы. Хорошо, что конец ей пришел, этой фашистской России. Аслан, спасибо тебе за то, что озвучил мой комментарий про язык в Украине. Не за что, Алексей. Ипати. Ты же Алексей, да? Я по фотографии, по-моему, это ты. Надеюсь, я не выдал государственную тайну, Алексей. Или Ипати. Я сама уберу Синтия и Олицу, Россия, Америка. Давай. Ага, ну все, Алексей, значит ты. Ассалам алейкум. Рамзан Gmail.com 95. Еще один 95. Валейкум ассалам, Рамзан. Зачем ты 95 добавляешь, Рамзан? Тебе нравится, что тебе русские присвоили номер 95? Если ты хочешь показать, что чеченец, можешь как-нибудь по-другому это написать. Напиши Джахар, напиши Ичкерия. А что вы скажете, что Россия сгоняет технику финской границы? Я считаю, что Россия это зло абсолютное, которое нужно остановить. Чего она там делает, куда сгоняет, не знаю. Я слышал эту информацию, что они изгоняют, но многим украинцам понравился твой ответ. Какой ты имеешь в виду, Алексей? Про язык? Ты вырезал это видео, ты имеешь в виду, или... Так, Маришка пришла. Маришка, привет. Дождемся, не волнуйся. Россия хана. Ну, понял, Алексей. Россия, сила.
Россия вас взрывает очень хорошо, да? Вам нравится, когда вас взрывают? Наверное, надо Путину побольше убить русских, чтобы рядом построили другой мавзолей. Положить Путина туда. Да, печалька, конечно, печалька. Слава Украине, героям слава, Анют. Присоединился к нам. Путин ублюдок. Марин, ну зачем ты так про Путина пишешь? Не надо. Полуспад Рашки в реальном времени. Да, да. Для того, чтобы, представьте, вас взрывают, а вы его называете героем. Это ж как надо русских ненавидеть. Как нужно так ненавидеть собственный народ? Я удивляюсь. Так, Путин ублюдок, Россия могила. Класс. Слава Украине, героям слава. Ну что, нету здесь? Заходи, Марин, пообщаемся. Расскажи, насколько Путин ублюдина и России могила скоро настанет. Заходи, давай, расскажи. Без мата только, без оскорблений. Давай поговорим, расскажешь, отстоишь свою позицию. Я расскажу тебе, что твоя страна – это фашистская страна. Ну, сделай это, я знаю, ты можешь. Так, друзья, ладно. На этом тогда я наш стрим закончу. Спасибо, что смотрите. Давайте батл. Давайте, никто не заходит батл. Свободу Ичкерии, слава Украине, слава Грузии. Героям слава. Микса Людоман. Мысли рабов своих уничтожают без причины. Да, спокойной ночи. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Так, друзья, ну ладно, я этот стрим выложу у себя на канале Reality на YouTube. Я все наши стримы, которые провожу здесь, выкладываю. Там в сообществе у меня даже отдельная, не в плейлисте есть отдельная тема, TikTok стримы. Есть у меня и другие стримы. Поэтому, если кто захочет пересмотреть наш стрим еще раз, или кто не увидел его в начале, можете зайти и в любое время посмотреть. Завтра 12 в час сегодняшний стрим я постараюсь выложить. Когда следующий стрим? Я постараюсь завтра провести стрим и на YouTube, и и в TikTok, конечно же. Подписывайтесь, распространяйте наши видео. Против нас ведется активнейшая работа фашистской России и учреждения банды ФСБ. Поэтому помогайте доносить правду, чтобы они слов боятся больше, чем пуль, друзья. Давайте как можно больше нанесем им вред. Информационно мы побеждаем их. И я очень надеюсь, в этом же контексте все пойдет дальше. И мы в ближайшее время, в этом году, конец России мы увидим. Иншаллах. Да, Аллах. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине. Слава Ичкерии. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. Господи, благослови Америку. Спасибо за подарки, друзья. Подождите, что тут случилось. Когда следующий стрим? Все. Спасибо за подарки. Все, до свидания. Пока. Спокойной ночи. Адикюэль маш ойл. Ассаламу алейкум. Так, как это выключать? Вот так. Вот так. Все.